Уважаемые ответчики, у вас есть, Курманбек Максутбекович, вопрос к обращающейся стороне? Вопросов нет, уважаемый. А у вас, Ханабек Талабекович, есть вопросы? Ну, у меня только один уточняющий вопрос. Вы все время говорили о том, что машины, когда в аварию, в ДТП попадают, и они становятся, ну, как таковые, непригодны для дорожного движения. Почему-то единственный выход из этой ситуации – это замена кузова. Просто в мировой практике и у нас предусмотрено, наверное, много норм, какие-то утвержденные, какие-то непринятые нормы, которые подразумевают, что если машина после ДТП стала непригодна или после использования, то она не должна использоваться в целях обеспечения жизни и здоровья других граждан. То есть, пытаясь сохранить свое имущество, человек один не должен подвергать целое общество опасности. Ханабек Талабекович, у вас вопрос или вы рассуждаете? Да. Я вот вопрос начал, да, и уточнял его, что почему вы говорите, что если машина попадает в ДТП, и она становится непригодной, единственное решение из этого является замена его кузова. Спасибо. Вопрос ясен, да? Вопрос ясен, да. Уважаемый суд, спасибо, уважаемая сторона, спасибо за ваш вопрос. Хотелось бы сказать, что это не является основным нашим аргументом. Да, возможно, да, при авариях не нужно заменять кузов, чтобы не подвергать жизни и здоровью. Но сейчас мы обсуждаем на конституционное ограничение на право распоряжения своим имуществом. И то, что вы сказали, это было просто сказано между строк, и поэтому, как мне кажется, это не является существенным, да, при рассмотрении данного дела. Спасибо. Есть еще вопросы? Нет, вопросов нет, спасибо. Уважаемые судьи, есть вопросы к Даниэлю Дженишбековичу? Пожалуйста, Миргуль Раскулбековна. Даниэль Дженишбекович, скажите, пожалуйста, ну, если отстраниться от праворульных машин, вы признаете, что есть общие, скажем так, правила общественного порядка, которые мы, граждане, должны соблюдать, да? Есть правила общественного порядка определенные. И вы абстрагируетесь от праворульных машин. Есть теперь следующее. Есть правила и законодательно установлено, и техническими требованиями в определенных целях, да, в целях и обеспечения безопасности дорожного движения. Есть правила левостороннего движения правостороннего движения с левосторонним рулем, да? То есть у нас это правило, правильно, для страны, для Кыргызстана? Признаете, что это правило? Можно? Пожалуйста. Да, хорошо, что ответ не должен быть как вопрос, поэтому можно говорить подольше. Да, конечно, я признаю, что у нас левостороннее движение, поэтому как раз-таки мы не обсуждаем, опять же, то, что... Потом дальше. Вы это признаете, правильно? Правила есть такие, что у нас есть технические требования. Значит, вы признаете. Второе, следующее. Есть запрет на, вот как вы говорите уже конкретно к вашему вопросу, есть запрет на ввоз кузова, да, на праворульные машины. Соответственно, даже если его разрешат, его поставят на праворульную машину, цель вот этого, вернее, машина сама не поменяется же на леворульную, да? То есть она остается праворульной. Изначально это запрет установлен. И каким образом вот этот запрет или запрет замены на кузова, оно не может обеспечить, вернее, может обеспечить безопасность жизни и здоровья человека? Можно? Да, пожалуйста. Вот тут бы хотелось бы поподробнее остановиться. Да, спасибо за заданные вопросы. Они такие немножко наводящие, но смотрите, получается так, что в своей позиции все министерства, кабинет министров, при введении этого справки обоснования это было указано, и при обсуждениях тоже обсуждается именно вопрос запрета на ввоз и так далее. Но в данном случае, мне вот в своем выступлении, я думаю, это было видно, что
хотелось немного изменить траекторию, да, как на это смотреть. Потому что если смотреть через призму того, что у нас уже запрещено и так далее, я же говорю, тут именно я смотрю не с бытовой точки зрения, не с точки зрения, там, не знаю, законопослушного гражданина, я смотрю с точки зрения как юрист, то есть мы с Асаном Далабаевичем, почему именно подали на это ходатайство, потому что мы смотрели на это как юристы. Даниил Джангшбекович, вы сами в своем выступлении как раз-таки сказали, что как раз-таки замена кузова, наоборот, обеспечит как бы качественное вождение и безопасность дорожного движения. Вы это сказали, правильно, в своем выступлении? Поэтому говорю, каким образом, если правило левостороннее движение у нас, вернее, правостороннее движение с левосторонним рулем, замена кузова, каким образом обеспечить безопасность? Априори я такой вопрос задаю. Я не задаю наводящий вопрос, понимаете? Можно я, пожалуйста, хотя бы один раз договорю на ответ на ваш вопрос, потому что я не успеваю ответить даже. В данном случае я хотел бы сказать, что именно при рассмотрении этого вопроса, вот именно все основываются на каких-то бытовых вещах. Но в данном случае мы именно основываемся на те гарантии, которые у нас существуют, и на той практике, которая сложилась. Именно в правовых вопросах мы акцентируем внимание, то, что мы здесь не ратуем за то, что это просто как один из дополнительных аргументов, но он не является основным. Основными являются правовые аргументы, которые я изложил вот на многих страницах и вот высказанные позиции здесь, и также в ходатайстве. То есть отчасти, возможно. Возможно, это и не улучшает ситуацию, но при этом мы не должны на основе того, что, опять же, не была представлена статистика, не было представлено ничего. Из той статистики, которую я предоставил, которую я считаю единственно релевантной, ввиду того, что другой не было предоставлено официально, мы считаем, что это ограничение на конституционного права, которое никак не может вытекать из закона. Соответственно, если все те правовые аргументы, которые предоставил Кабинет министров в своем справке обоснования, в своей позиции, другие министерства, никак не релевантны к данному вопросу, таким образом, это конституционное ограничение неправомерно. Ввиду этого, я считаю, и мы считаем, что в целом не нужно обсуждать именно вопросы бытового характера в данном случае. Мы рассматриваем вопросы правового характера. То есть даже вот за это большое спасибо Министерству юстиции, то, что они в своей позиции в конце указали, что да, возможно, данный запрет нужен, но данный запрет введен подзаконным нормативно-правовым актом, и он должен быть облечен хотя бы в закон. Они так указали. Ввиду этого мы также придерживаемся этой позиции. Возможно, это нужно, но возможно, это нужно вести по-другому, через другую процедуру, например, тоже через законопроект, да, и тогда, возможно, это уже будет более обоснованно. Но ввиду этого, пока это не было сделано, мы считаем, что это не правовое ограничение прав граждан на распоряжение своим имуществом. Вот. Спасибо. Еще вопросы есть, уважаемые? Пожалуйста, Кракельда Джумалевич. Так, уважаемый Даниил Джангшбекович, у меня просто уточняющий вопрос. Вы сказали, что сторона ответчик, то есть представители Кабинета министров, в том обосновании, где вот вы нашли, да, вот как часть законопроекта, да, не дали достаточных статистических данных. И сейчас повторили, что нет ни статистики, ни других технических данных. Вы считаете, что если бы были бы эти статистические данные, то было бы основание и ввозить, то есть не было бы никаких запретов? Да, пожалуйста. Спасибо за представленный вопрос. Тут бы хотелось обратить ваше внимание, что это было как одной из частей того, что это несоразмерно. То есть соразмерность нужно обосновывать введенное ограничение. Ввиду этого мы заявляем, что этого не было произведено. То есть я опять же говорю, что это не было нашей центральной линией, да, аргументации. Центральная линия аргументации построена на другом совсем. И это указывал неоднократно. Кроме этого, даже если бы эта статистика была по другим принципам несоразмерности, данное ограничение не подходит, как я уже указал до этого. Кроме этого, вы спросили именно, то есть если не было статистики, нельзя было вводить такое ограничение. Опять же, запрет на ввоз, то есть мы не обсуждаем. То есть запрет на ввоз в целях эксплуатации, потому что там нет никаких конституционных прав граждан. То есть у граждан еще не возникло правоотношения, у них нет автомобиля этого, ввиду этого это никак не может влиять на их конституционные права. Мы именно обсуждаем на те машины, как вот уже указано даже в этой же справке обоснования, что государство не могло обеспечить, не могло полностью выполнить свои функции. Ввиду этого эти машины были ввезены и зарегистрированы. То есть в данном случае мы перекладываем ответственность на граждан, как мы любим это делать.
ввиду того, что, оказывается, не могли выполнить функции, ввиду этого они были ввезены, зарегистрированы, теперь они используются, но для того, чтобы они, как вот указано в позиции вроде Министерства внутренних дел, данный запрет был направлен на то, чтобы машины постепенно устарели и вышли из оборота. Но, уважаемый суд, хотелось бы обратить ваше внимание, что социально-экономическое положение Кыргызской республики также остается не совсем легким, да, ну, чуть-чуть лучше, чем в 90-х, но также не совсем легким. Ввиду этого, даже если машины будут устаревать, ими будут пользоваться. То есть это никак не повлияет на то, чтобы они вышли из оборота. Да, возможно, через там, не знаю, лет через 20, да, это пройдет, но дальше они также будут использоваться, потому что у нас люди не настолько богаты, чтобы заменить. Ввиду этого мы считаем, что, опять же, статистика непрофессиональная, это, опять же, часть соразмерности, да, то есть у нас соразмерность обосновывать всегда, введено ограничение. Этого не было сделано. Не было статистики, но, опять же, запрет на ввоз мы не обсуждаем, там, скорее всего, справки обоснования я не читал, возможно, это было. Но сейчас совсем другой вопрос, да? Хорошо, спасибо. Уважаемый суд, еще есть вопросы? Присаживайтесь, пожалуйста.